Таджикские военные уже в Кыргызстане. Но зачем? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Таджикские военнослужащие прибыли в Кыргызстан для участия в учениях Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2023». Совершив авиаперелет из Таджикистана в населенный пункт Кант, миротворцы таджикского контингента совершили марш к месту проведения учения в Балыкчи, где на строевом плацу войсковой части 206-36 состоялась их торжественная церемония встречи руководством учения, говорится в сообщении Министерства обороны Кыргызской Республики. На опубликованных фото видно, что таджикских военнослужащих в Кыргызстане встретили хлебом и солью. Как сообщает Минобороны Кыргызской Республики, в период с 9 по 13 октября на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» пройдут учения с коллективными миротворческими силами государств-членов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» с участием воинских контингентов миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана. Учения «Непобедимое братство-2023» должны были пройти в Армении, однако Минобороны страны проинформировало ОДКБ об их нецелесообразности и отменил проведение учений. В феврале этого года ОДКБ сообщила, что учения перенесены в Кыргызстан. В прошлом году после сентябрьского конфликта на таджикско-кыргызской границе военные Кыргызской Республики заявили, что не примут участие в совместных учениях ОДКБ «Рубеж-2022» в Таджикистане. Минобороны Казахстана тогда сообщила, что изначально не планировала участие в этом мероприятии. Созданную в 1992 году ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Отношения между Душанбе и Бишкеком остаются холодными после прошедших весной 2021 года и осенью 2022 года вооруженных конфликтах на таджикско-кыргызской границе. В начале этого месяца делегации Таджикистана и Кыргызстана, обсудив вопросы делимитации и демаркации спорных участков границы, заявили о подписании совместного протокола по решению пограничной проблемы. Консультации проходили в Баткене, административном центре одноименной области Кыргызстана, граничащей с Сагдийской областью Таджикистана. Реализация протокола решит любой вопрос, все проблемы, которые раньше были причинами конфликтов на линии государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном. Я со всей ответственностью заявляю, что подписание и реализация протокола отражают волю лидеров обеих республик, заявил глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Якимов. Глава аналогичного ведомства Кыргызстана Камчыбек Ташиев также считает подписание протокола 2 октября способом решения пограничной проблемы. Подробности договоренностей не афишируются. После подписания протокола приближенный к Ташиеву журналист у себя в Фейсбуке отметил, что Таджикистан отказался от своих территориальных претензий. Этот протокол, в принципе, решает при его реализации все вопросы и проблемы, которые ранее являлись. А вы в это верите? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.